Дорогие зрители, уважаемые слушатели, в прямом эфире передачи «Якутск сегодня». У микрофона я, Анна Федорова, автор инклюзивного проекта «Обнимаю сердцем». В эту пятницу, 27 октября, пройдет особенное мероприятие в культурном центре «Сергеляхские огни». Инклюзивный концерт «Раскрывая сердца». И сегодня на нашей передаче организаторы и участники данного мероприятия. Здравствуйте, друзья! Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы согласились и нашли время для того, чтобы присоединиться к нашей беседе о такой очень щемящей и трогательной теме. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, все дорогие зрители. Меня зовут Максимова Ульяна Павловна. Я являюсь председателем Якутского регионального отделения Общероссийской общественной организации Всероссийское общество глухих. Меня зовут Наталья. Я работаю в Республиканской коррекционной школе-интернат для неслышащих детей. Я там работаю учителем и советником директора по воспитанию и взаимодействию с детскими организациями. Спасибо. Меня зовут Андрей Чупиков, предприниматель, музыкант и, наверное, общественный деятель. Спасибо, Андрей. Здравствуйте, меня зовут Панова Анна Сергеевна. Я являюсь мамой особенной девушки Яковлевой Милены, а также являюсь директором инклюзивного театра «Алгыс». Спасибо большое, спасибо большое. Смотрите, друзья, мы все разные, у нас разный жизненный путь, разные профессии, но тем не менее нас сегодня объединяет одна тема. Тема взаимопомощи, взаимовыручки, поддержки, доброты. Я хочу поделиться, вот как мне эта идея пришла об организации инклюзивного проекта «Обнимаю сердцем». У меня первое чувство было, после того, как меня эта мысль посетила, смятение. Потому что в моем близком окружении нет людей с особыми потребностями, да, и вроде бы это не касается в обыденности моей жизни. Дело было так, я гуляю, я прямо помню мысли, помню все, как это происходило. Звучит как легенда, наверное. В общем, я гуляла по аллее, деревья, голубое замечательное небо, и вдруг приходит мысль, что вот какой дан дар свыше – ходить по земле, да, обнимать своего ребенка, слышать, видеть, а у некоторых людей нет такой возможности. И захотелось как-то что-то сделать для того, чтобы прочувствовать мир особенных людей. И ведь мы все люди-человеки, но тем не менее меня... в общем, какой-то страх всегда, какой-то внутренний у меня страх был, да, потому что я не знаю, как вести в таких ситуациях, когда я, например, встречаюсь, потому что у меня были там раз-два случая, да, и я не могла объяснить, как пройти, куда, что показать, да, и первое у меня чувство было смятение, потому что как-то непривычно для меня, тут неожиданно было, да. Вот. Какие у вас чувства были, когда вам предложили тоже проучаствовать в концерте, когда кто-то из организаторов обратился к вам? Анна Александровна, я бы хотела рассказать и вспомнить наш разговор. Такой идеей я к вам пришла в кабинет Анны Александровны, и, потому что был такой опыт, да, когда до этого я работала в Нерюнгри, председателем Нерюнгринского местного отделения. Мы там проводили ежегодно такой же подобный инклюзивный концерт. И Анна Александровна поддержала этот проект, и мы это решили провести, потому что я вижу, что такое инклюзия, да? Инклюзия это принятие человека такой, какой он есть. И такой идеей мы разгорелись, и Анна Александровна поддержала. Все на самом деле было так очень просто. Мы сидели, разговаривали, да, и Ульяна Павловна мне говорит: Анна, слушайте, почему в Якутске нету таких концертов? Вот у нас в Нерюнгри есть, а Якутск такой большой, и нет таких концертов. Я говорю, так я не знаю. Слушай, говорю, давай позвоним Саргалане Иосифовне. Саргалана Иосифовна Нестерова, это заместитель проректора Северо-Восточного федерального университета по внеучебной работе и молодежной политике, и куратор нашего проекта, да. Мы ей звоним, говорим: Саргалана Иосифовна, вы как дети, да? А нельзя ли нам культурный центр, да, Сергеляхские огни, мы хотим такой концерт провести? Она говорит, через какое-то время, она говорит, вообще без проблем.
То есть, смотрите, сколько неслучайных случайностей, да? Ульяна могла мне об этом не сказать, да? КЦ был бы в этот момент занят. Ну, либо просто Саргалана Иосифовна была бы занята и не взяла трубку. Ну, в общем, вот эти вот цепочки, да. И в итоге потом подключилась Мария Ларионова, да, руководитель Дома глухих РЛ. Да, она была режиссером прошлогоднего концерта. И сразу так много номеров, и такие все красивые номера. И у меня было даже удивительно, потому что раньше у меня такого опыта не было. Вот кому бы мы ни позвонили, звездам, вот никто не отказал. Вот никто не отказал. А я думала... Лиза Газизова была в прошлом году ведущей, да? Она, наверное, гонорар попросит. Я так думаю. Вот. И сейчас уже в этом году это второй, это получается уже традиция, да? И республиканский. То есть приедут из Амгинского, и Татинского, из Мегины-Кангаласского, Улуса тоже участники. И как и в прошлом году, ну, где-то около 200-250 человек будет участников. А сколько вовлеченных, да, это и руководители, и преподаватели, и, ну, в общем, очень-очень много людей, вовлеченных в это благое дело. Нас сильно поддержала вот сразу школа ваша. Спасибо вам большое. Ну, на самом деле у нас уже есть опыт, да? Наша школа уже не один раз делала благотворительные концерты. И вот именно выступать со звездами у меня была такая идея изначально. Ну, хотелось бы, чтобы наши дети, конечно же, почувствовали себя как все. Для них же это звездный час, они выходят на сцену, они раскрепощаются. И на самом деле наши глухие дети, они такие прям отзывчивые и красивые дети. На них смотришь, и они всегда, ну, идут, раскрываются. И для меня этот концерт, я благодарна вообще как организаторам, да, этого концерта. На самом деле это шанс для наших детей лишний раз раскрыться, чтобы они хоть немножко почувствовали себя обычными людьми, так скажем, как мы. Пользуясь случаем, также хочу свою благодарность выразить вот именно Оксане Александровне. Да? Как она тепло вот приняла, как она нас поддерживает всегда. Она нас поддерживает всегда, да. Да, и сказать. Именно преподаватели школы-интерната для неслышащих обучающихся сняли видео вместе с Всероссийским обществом глухих, которое мы показывали на нашей экскурсии. У нас два направления. Одно направление – это экскурсия была в смарт-библиотеке, но у нас уже как договор прекратился, сейчас ее не будет, да? Она будет трансформирована в виртуальную экскурсию, в мир особенных людей. И нужно было выполнять задания. Вот, и эти задания вот как раз ваши преподаватели и ваши ученики видео записывали, и Ульяна тоже, да? Ага. Вот. И в этом году у нас есть дебютанты. Это техникум медико-социальной реабилитации инвалидов. Есть коррекционная школа номер 4 и коррекционная школа номер 34. И, Андрей, вы как раз готовите номер с Дариной Исаевой, ученицей 9-го, да, по-моему, класса, да. 34-й, нет, 4-й. Неважно. 4-я школа. Как у вас идут репетиции? И вот именно к вам я хотела адресовать этот вопрос. Какие у вас были мысли, когда вот к вам обратились с тем, чтобы вы приняли участие в таком концерте? Ну, мне предложила, точнее, попросила меня принять участие моя близкая подруга и боевая творческая соратница Яна Угарова, которая будет ведущим на данном мероприятии. Размышлений на тему участвовать или не участвовать у меня не было, потому что у меня сейчас достаточно свободного времени. И я могу посещать репетиции, и могу посвятить время этому проекту. Насчет, как вы сказали, смятения, нечто подобное у меня было, потому что достаточно сложно воспринимать мир особенных людей, когда ты напрямую этого не касаешься. Очень много различных гамм чувств, там, начиная от смятения, непринятия, и прочее. Я думаю, что объяснять не нужно. Но решение для себя принял сразу, что если есть шанс хотя бы минимально сделать мир особенных людей чуть-чуть веселее и лучше,
и красочнее, то этим шансом, конечно же, нужно воспользоваться. Единственное, с Дариной мы не могли сразу встретиться. Она там сначала немножко приболела, потом я немножко приболел. И Анастасия, творческий руководитель, и у меня это последняя капля была, когда я понял, что должно точно все пройти хорошо. Когда она мне сказала, что Дарина чуть не расплакалась, когда у нас не получилась репетиция, и подумала, что я не хочу с ней петь. В итоге мы встретились. Потрясающая абсолютно девочка, с которой мы, как я считаю, нашли общий язык сразу. Она и в меру ленивая, и в меру шкодная, в меру веселая. Я думаю, что это будет интересный номер. Она сама выбрала песню, которая ей очень нравится, которую я услышал, естественно, в первый раз. Песенка веселая. Мы готовимся сейчас каждый день. И это прекрасный живой человек. И я думаю, что, кстати говоря, к вопросу о том, как наши звезды эстрады соглашаются на это быстро, если нет объективных причин, каких-то там отсутствий в городе или еще что-то такое суперважное, как можно в таком отказать? Я не понимаю, честно говоря. И в принципе, это такой опыт, который лишний раз просто поможет задуматься о жизни. Мы живем в такое нелегкое время, турбулентное, жестокое, что каждый такой добрый шажок маленький, может быть, ведет к чему-то большому и хорошему. Вы знаете, мне очень откликается то, что вы говорите, потому что вначале я помню, как мы прописывали. Миссия проекта, создание пространства в городе Якутске, где все будут реализовывать там принцип равноправия, какие-то такие вещи, да. А сейчас это у меня вообще укладывается в абсолютно другую формулировку. Мы практическими мероприятиями, а мы вообще провели более 40 мероприятий за этот год, да? Мы этими мероприятиями даем этим детишкам, к которым мы ходим в гости, да, и когда встречаемся с особенными людьми, воспоминания будущие и эмоции. Сейчас для меня все это сложилось в такую картину. То есть у меня нету в голове каких-то там глобальных каких-то таких вещей, что мы, общество будем менять, да. Конечно, хотелось бы, чтобы общество стало здоровее. И то, что сейчас мы взрослые люди делаем, да, это же потом достанется нашим детям. Да? Да, все. С вами совершенно согласна. А какие у вас были чувства, когда мы обратились в прошлом году с тем, чтобы Милена вышла на сцену в качестве модели? Да. Милена вообще, когда обратились к нам, она немножко задумалась. Она на тот момент уже имела достаточно... Милену показывает. Достаточно большой опыт нахождения на сцене, поскольку с 7 лет она участница была инклюзивной театральной студии, а с момента создания нашего театра она является его актрисой. Но именно в качестве модели она на сцене не была никогда. А что такое для девочки, вообще для человека модель, да? Это же образец красоты, образец какой-то женственности, стиля. И именно такое участие очень повлияло на ее ощущение себя. А в процессе формирования, когда становится она девушкой, это очень важно для них. Для них очень важны и внешние какие-то аспекты, да, и ощущение себя именно как красавицами очень важно. Поэтому все-таки это повлияло очень на ее самооценку. И когда в этом году ей предложили опять принять участие в концерте, и опять именно в качестве модели, она вообще без раздумий уже согласилась. В качестве модели я буду принимать участие обязательно. Да, поэтому ей очень понравилось. И вообще концерт такой где собраны разные творческие категории, да, ведь там же не только там певцы и так далее. Концерт именно тем хорош, что он такой разнообразный, разносторонний. И можно в разных ролях там выступить ребятам. Очень хорошая идея. И все-таки, я думаю, тот момент, что такие мероприятия тем или иным образом на общественное сознание влияют, я думаю, все равно мы не должны упускать. Вы же сами сказали, да, Анна, что
изначально вы какое-то смятение испытали, да, и какие-то барьеры внутри людей, они существуют. К сожалению, их вот так вот легко переступить практически невозможно. А вот капля по капле, когда именно люди начинают взаимодействовать партнерски в коллективах с особенными людьми, очень сильно влияет на сознание людей. Вот по поводу барьеров, да, в голове. Я раньше думала, что какие-то мероприятия можно делать только если есть, большие деньги. Либо хотя бы какие-то деньги, да. А для того, чтобы вот экскурсия у нас выставлялась бесплатно. То есть, когда я вначале смету делала, у меня получалось, что какая-то там, великая сумма получалась, да, потому что должно было быть здание безбарьерное, да, хотелось очень современные. Вот. И, как мы вообще нашли смарт-библиотеку? Я просто пошла на субботник. И субботник организовал, как раз вот смарт-библиотека организовала. Я подошла к сотруднику смарт-библиотеки, который впервые вот увидела, и сказала, что вот есть такая идея, как она вам, можем ли мы встретиться? Они сказали, мы вообще без проблем, мы поддерживаем такие идеи, и вы можете выставить у нас свою выставку бесплатно. То есть такой вау, да? А идеи-то... Вот. И в итоге я позвонила своим друзьям, ребят, давайте вот такая есть идея, да, для того, чтобы... Очень много людей из особенного мира привнесли в жизнь нас. Вот даже тот же микрофон, то, что мы сейчас разговариваем, да, частью микрофона же, это же Эдисон, да, придумал, а он был глухой. Либо космос, это же Константин Циолковский, да, это же про мечту, он же был тоже глухим. Моя родина. Колыбель космонавтики. И очень много действительно таких фактов. А классная еще была у нас такая экспозиция, где ребятишки нарисовали про животных, да, у которых особенности строения, слуха и зрения. Да, например, что у кузнечика на ногах, что муха глухая, да, там какие-то такие вещи. Интересные же факты, да, что там медуза дышит всем телом. Это интересно. Вот. И мы проводили много мероприятий, фотосессии, кулинарные, да, мотивационные семинары. Мотивационные семинары, они все были бесплатные. То есть люди-то хотят делиться, только к ним никто не обращается с тем, что давайте вместе сделаем какое-то такое мероприятие, да. Был даже момент, что нам позвонила девушка и говорит, я слышала, как вы на НВК рассказываете, да, об этом проекте, я тоже хочу участвовать, я тоже хочу провести мотивационный семинар, например. Милена Шадрина как раз у вас проводила же, да, мастер-класс? Да, у нас проводила. Дети были очень-очень довольны. Конечно, такая красивая, энергичная была она. Приходила, мастер-класс провела, да. Угу. Наши дети довольны. Остались, да. Хотя наши дети глухие, но они принимают все зрительно, как бы. И по поводу того, что дети глухие. Я раньше, например, не понимала, я не понимала, да, реально думала, что вообще мир без звуков. А когда они красиво так вышли на фэшн-показ в прошлом году, просто походка, да, такая. Когда песни пели. Да, и, друзья, мы продолжим с вами дальше говорить об инклюзивном проекте нашем, о концерте, и в гостях в студии организаторы и участники концерта «Раскрывая сердца». Сейчас посмотрим, давайте, клип о проекте «Обнимаю сердце».
Друзья, в эфире передача «Якутск сегодня». За микрофоном я, Анна Федорова, автор инклюзивного проекта «Обнимаю сердцем», за режиссерским пультом, прошу прощения, Николай Слепцов-Айдын. Вы можете звонить нам по номерам 320066 и 321166. Мы продолжим говорить сейчас о мероприятии, которое пройдет в пятницу, 27 октября. Согласитесь, в афише города Якутска очень много интересных и замечательных событий происходит. Но я обращаю внимание, что именно этот концерт имеет особую ценность и требует особого внимания, потому что на одну сцену выйдут и звезды, профессиональные артисты, и ребята, и люди, которые стремятся быть в творчестве, но не всегда это удается, потому что они ограничены в своих возможностях физических. Я хочу также сказать очень большое спасибо национальной вещательной компании «Саха-Якутия», потому что вы даете нам возможность говорить об этом, освещать проблему инклюзии, что происходит. И мое персональное спасибо продюсеру, редактору, продюсеру проекта, соведущей передачи «Якутск сегодня» Светлане Вишняковой за то, что я более 10 раз уже выходила с этой темой в этой студии, и мы как-то говорили с родителями особенных детей. Для меня эти женщины — это про мужество и про смелость, и про очень большую силу духа. И сегодня с нами также Анна Панова, и к вам вопрос. Как вам удается совмещать? Вы знаете, наверное, многие так с первого взгляда могут подумать о том, что в семье, когда рождается тяжело больной ребенок, особенно такой, который, как у меня, нуждается ежеминутно в моем внимании, я не могу полноценно работать, где-то полный день и так далее, это становится очень большой такой проблемой, тяжелым грузом ложится на плечи семьи. Я бы хотела, чтобы люди все-таки могли на это тоже с другой стороны посмотреть. Например, у меня мой ребенок стал мотиватором моего развития. Поскольку в ту должность, которую я сейчас занимаю, я пришла именно через своего ребенка. Поскольку я уже говорила, что она длительное время занималась в театральной студии, но когда она выросла уже из детского возраста и при этом захотела именно профессию актрисы избрать как свою специальность, ей, по идее, особо было пойти некуда. А раз моему ребенку некуда пойти, но очень хочется, значит, я сделала так, чтобы ей было где пойти, и было чем заняться, и было где работать. Поэтому стало тоже у истоков создания театра инклюзивного «Алгыс» вместе с нашим художественным руководителем Леной Грим. И мы тоже создали такое инклюзивное пространство, именно театральное. Оно на сегодняшний день тоже единственное в городе является. Не только в городе, в республике и даже в Дальневосточном регионе, поскольку мы ежегодно выезжаем на уровень Дальнего Востока на фестиваль и знаем, что в Дальневосточном регионе тоже такое единственное пространство. Так что я думаю, что надо всегда во всем находить позитивные моменты и отталкиваться и не только от своих потребностей и потребностей своих детей, но и какую-то еще пользу приносить вообще, в принципе, обществу при всей такой сложившейся ситуации. И сегодня, получается, моя работа и работа ребенка – это практически одно и то же. Мы просто садимся вместе в машину и едем, и находимся в одном месте. Пусть немножко разными вещами занимаемся, но мы все равно вместе. Я здесь, у нее на подхвате, если что-то нужно. У меня, пожалуйста, звонок в студию. Говорите. Здравствуйте. Алло, добрый день. Добрый. Приветствую всех. Это хорошее мероприятие организовали. Это очень интересно, конечно. И все будут, конечно, благодарны вам. И дети, и взрослые. И вот у меня такой совет, Это же концерт, да? Да, концерт. И я бываю на концертах, и там децибелы, прямо зал-то, это самое, не такой большой, а как усилители ставят, как для стадиона, и хоть затыкай уши и убегай.
А у вас это вот соблюдается будет? Нет. Доступные, говорят, 60 децибелов. Вот из Якутска я звоню. Да, Передаю. дело в том, что... Здравствуйте. Дело в том, что это громко ставится из-за того, что у нас есть дети глухие, которые чувствуют именно вибрацию, и они слышат. И для них это все равно как-то помогает. Есть слабослышащие дети, есть глухие дети, поэтому и ставится так громко именно для на таких концертах. Спасибо вам за поддержку и спасибо, что вы позвонили. У меня вопрос к Андрею. Как вы совмещаете? Вы предприниматель, вы музыкант, у вас есть тут проекты. Я все хочу подвести к тому, что есть люди, которые не могут решиться, да? Они вот как-то сидят и говорят о том, что нет возможности, нет времени, там, много чего нет, наверное. Я думаю, что это общая проблема. У меня огромное количество знакомых и друзей абсолютно разного социального статуса, там, финансового уровня. И уж поверьте, нет времени, нет возможности, не могу решиться. Это абсолютно простые человеческие вещи. То есть кто-то не может решиться открыть, допустим, еще один завод, кто-то не может решиться выйти из дома, например. Мне кажется, что основным мотиватором вообще и развитием в жизни служит, во-первых, это, конечно же, человеческая скука. То есть, что может быть хуже скуки, да, на бытовом уровне восприятия? То есть, вот что движет мной, например, это скука, лень. Я пытаюсь всю свою жизнь прожить так, чтобы мне было интересно, весело, чтобы это меня как-то развивало. И, собственно, много лет назад я принял для себя решение, что я буду заниматься тем, что мне нравится. И вроде как получается. И вот такие мероприятия, как данный инклюзивный концерт, они полностью в мою картину мира вписываются. Понятно, что некоторые вещи какие-то, может быть, мне будут сложные для восприятия, но в целом я понимаю, что, во-первых, это меня сделает лучше, явно. Во-вторых, я смогу что-то привнести позитивное, положительное в этот мир. А позитивное, положительное и веселое, как правило, предполагает некое развитие. Это может вырасти во что-то хорошее. Спасибо. Вот вы знаете, хотя у нас нету созданного юридического общества, да? Юридического, нет, не адреса, лица, да, юридического лица, у нас получается это объединение волонтерское. Но тем не менее нас поддержали также волонтеры в Ленском улусе, в Вилюйском улусе и в Кобяйском улусе. Да? Глава Кобяйского улуса Иван Левин, он с самого начала был нашим ангелом добра, также софинансировал, скажем, да, когда я бросила клич своим знакомым, кто хочет поддержать этот проект. Дальше Александр Харунов из Ленска, из Ленского района также присоединился к нашему движению. И мой родной Вилюйск хочет с 2 ноября открыть, мы это условно называем филиал, хотя это на самом деле неправильно, да? А они перенимают также эстафету, будут проводить также выставку инклюзивную и будут проводить мероприятия, да? Из Ленска Александр Харунов вышел к нам с таким обращением по поводу проекта. Да. И меня очень радует и воодушевляет, что это находит отклик в сердцах, и, в принципе, оказывается, это реально, и особо никаких там больших сложностей не представляет для того, чтобы... Потому что это базовые человеческие принципы, да? Базовые человеческие принципы, и это откликается. Да, пожалуйста, Николай, поставьте видео. Я Харунов Александр Александрович. Уважаемые гости и участники мероприятия, я рад приветствовать вас на 2-м концерте «Раскрываю сердце». В прошлом году я присоединился к общественной организации «Обнимаю сердцем», которая занимается созданием инклюзивных пространств для всех, вне зависимости от их физических и ментальных возможностей. Моя главная задача – создать филиал проекта «Обнимаю сердцем» в Ленском районе, на моей родной земле. В рамках этого проекта мы планируем проводить выставки, где будем рассказывать о важности инклюзии,
проводить мероприятия для людей с особыми возможностями. Давайте вместе строить лучшее будущее, где каждый сможет раскрыть свой творческий потенциал. Ну, смотрите, Большое спасибо всем, кто присоединился к нам сегодня. Давайте. смотрите, как классно, да, вот когда я это слышу, у меня просто сердце заходится от радости, потому что, ну, получится, не получится, ну, Получится. кто-то захочет, не захочет, да, сейчас получается, вот наша мечта, она, во-первых, притворилась в жизнь, и, во-вторых, она сейчас растет и пошла по улусам. Тиражируется. Да. Это очень здорово. И я поеду 1 ноября для того, чтобы принять участие в открытии, ну, условно, филиала «Обнимаю сердцем» в городе Вилюйске. И Николай Николаевич Харлампьев также отправил свое видео. Уже со 2 ноября на базе библиотеки молодежи города Вилюйска будет реализован проект, инклюзивный проект «Обнимаю сердцем». И мы очень рады тем, что ангелы добра в лице руководителя данного и автора данного проекта Анны Федоровой поддержали нашу инициативу и уже готовы помочь нам в реализации данного проекта на территории Вилюйского района. Ведь только общими усилиями мы можем, значит, поддержать и оказать всемирную, значит, поддержку и помощь нашим особенным детям и людям. Я хочу чуть-чуть поспойлерить, какие будут красивые, хорошие, интересные номера. Сразу хочу сказать о фэшн-показе, да, еще раз. Почему? Потому что это единственный инклюзивный показ мод в таком формате, который проводится у нас в республике. Тоже как идея была, тоже не случайные случайности, да? Звоню Нинель Даниловой, говорю: Нинель, давай показ мод. Она говорит: давай. И говорит: я бы хотела, чтобы музыкальное сопровождение было от Евдокии Эйги. Я говорю: так она вроде уезжает. Через 5 минут смотрю телефон, Эйга пишет: нет, я никуда не уезжаю. Там что-то произошло, в общем, я не поеду, я буду в декабре. И все, и быстро это закрутилось, и дизайнером в этом году будет 2-й раз Изабелла Дордосова, за что ей большое спасибо. И также очень креативный модельер Евсей Иванов. Вы же видели, да, наряды? Очень классные такие классные образы получаются, просто бомба. Да, будет красивый номер с голубями от Александры Николаевой, отличник культуры Александра Николаева. С детишками они выйдут, ну, прямо 2-м номером. Еще мне очень отрадно то, что специально для проекта якутская поэтесса Ирен Дрозд посвятила нам 2 стихотворения. И это будет 1-й номер концерта, и закрывающий финальный номер также будет стихотворение. Вы расскажете про свои номера вкратце? Ну, я про свой номер могу рассказать, да. У меня жестовая песня «Балыктах Кигете» с Александром Бурнашовым. Ну, там примут участие 5 детей, 3 девочки и 2 мальчика. Они будут сопровождать полностью песню вместе с танцем. Ну, немножко будут танцевать. Ну, и хотелось бы Александра попросить потанцевать тоже с девочкой. Ну, я ему еще это не передала. Надеюсь, он согласится. Я думаю, что он тоже не будет против. В прошлом году был очень красивый номер, такой зажигательный у Александра. В прошлом году у нас, да, тоже был номер. Наши дети пели якутскую, можно сказать, вместе с песней. Там тоже было интересно. Костюмы были у нас хорошие тоже. Ну, у нас мы это совмещаем, как бы у меня проект в школе, и этот проект, естественно, поддерживает наша администрация. У нас несколько проектов таких, веселые нотки есть у нас, дети, да, они там, это тоже инклюзивный проект, можно сказать, да, дети вместе с другой школой, они с обычными детьми поют песни, именно глухие дети голосом поют песни. Вот. И есть театр мод тоже у нас. Ну, у нас несколько таких проектов, и мы это воплощаем в жизнь. С Сумсурой же тоже ваши детишки выходят? Да, они танцуют. Мальчики будут танцевать. Ну, про этот номер я пока говорить не буду, так как руководитель другой там.
Я прямо так радуюсь, когда отправляют фотографии с репетицией, видео с репетицией. Как всегда, очень сильные номера у Тетим, да? Да, действительно. Сейчас они готовят совместный танцевальный номер, творческий коллектив Тетим и творческий коллектив «Вдохновение». Это из Социального фонда России, из Пенсионного фонда. У них есть тоже такой творческий коллектив. Они все вместе будут танцевать якутский номер. Но я уже подробности давать не буду. Пусть все это на сцене они покажут. Ой, какая классная песня «Береги любовь». Да, да, действительно, с торжественным исполнением тоже будут у нас молодые люди. Они должны вместе выступить с Джидой. Ну, насколько я понимаю, у Джиды сейчас тур, по-моему, да? У него, да, сегодня должен быть тур, но он вместо себя кого-то поставит. Никита Косицкий, как я поняла, он будет петь песню «Мен Сахабын» в жестовом исполнении. Вот. Плюс будет Баир Намбаров, которого я приглашала буквально вот в понедельник, и с Савелием они выйдут. Вообще такой классный мальчик, да, Савелий. Он руку сломал, представляете, да? То есть он сломал палец. Он, соответственно, мог не участвовать. Но это же как бы такая уважительная причина, чтобы избежать этого. А он вот как раз показывает фотографию. Нет, он очень хочет участвовать. И прямо такое, у него такая энергетика, он прямо такой решительный мальчик. Молодец, молодец. Я для себя, знаете, что поняла, что у меня мир очень сильно обогатился, когда я начала общаться с людьми особенными. Особенно это у меня вот прямо сердце заходится, когда я вспоминаю, что я поняла, что разговаривают глазами. И я не дотягиваю. Я не понимаю, что мне хотят сказать. И прямо как в омут. Вот я тогда у меня даже фотография это есть. И, видимо, у меня есть фотография, и я помню свое ощущение, как будто вот я смотрю, и я очень хочу понять, но не понимаю. И на концерте были очень сложные чувства. Я уходила, заходила, потому что я не могла выдержать. Потому что такой восторг. Это такое очень красиво, сильно они выступают. Это особые смыслы, это особая энергетика. Это когда понимаешь, как репетиции проходят, через что нужно пройти для того, чтобы выйти с таким вот номером на сцену прям профессиональным. Так что, друзья, присоединяйтесь к нам, вы услышите, где ваше сердце, вы увидите, где ваша душа. Всегда так происходит, когда раскрываются сердца. Спасибо, что были с нами. И спасибо нашим гостям за то, что нашли время и пришли к нам в студию.